Дорогие жители и гости столицы, совсем скоро, с 1 сентября, в Бишкеке начинается новый учебный год. Мы все понимаем, что это время всегда связано с ростом нагрузки на дороге. Да, пробки возможны, они неизбежны, но я хочу объяснить вам, почему мы делаем масштабные работы именно сейчас и как это изменит город в ближайшее время. Сейчас идет масштабная реконструкция дорог. Я знаю, это вызывает большие неудобства, но давайте посмотрим фактам в глаза. Проспект Жибек-Жолу от улицы Курманжан-Датка до улицы Лермонтова не ремонтировался более 23 лет. Улица Медерова с 2010 года, а улица Тохтаналиева от проспекта Масалиева до проспекта Чингиза Айтматова вообще никогда не имела асфальтового покрытия. Сегодня мы впервые за десятилетия обновляем эти направления. Всего в этом году будет построено и отремонтировано 98 километров дорог, из них более 8 километров на вновь присоединенных территориях в рамках административно-территориальной реформы. На улице Калинина от улицы Салиева до Жибек-Жолу дорога расширяется с 2 полос до 4. На пересечении улицы Молодая гвардия, улица Льва Толстого будет построена новая транспортная развязка. Уже обустроены пешеходные переходы на перекрестках улиц Льва Толстого и Гембердиева, и Льва Толстого-Панфилова. И Логвиненко с консолями на светофорных стойках для установки дорожных знаков. Реализуется строительство 3 мостов на проспекте Жибек-Жолу, улица Ауэзова и Шукурова. Надо отметить, это не хаотичные раскопки. У нас есть единый план, утвержденный до 2030 года. Все проекты согласованы между собой. Дороги, тротуары и инженерные сети. Мы не делаем двойной работы. Это недопустимо. Сегодня в городе обсуждают тему вырубки деревьев. Я понимаю эти эмоции. У каждого из нас есть воспоминания с детства, связанные с парками и аллеями. Но давайте говорить честно. Часть из них действительно приходится убирать. Важно понимать, 85% срубленных деревьев были аварийными, гнили изнутри и могли упасть в любой момент. Это угроза для наших детей, для пешеходов. На их месте мы сажаем новые деревья, 7-10 раз больше. Только за этот сезон мы высадили 7615 саженцев по всему городу. В парках, дворах, вдоль улиц. Например, на проспекте Масалиева, Чокан-Валиханова и Лебесова появилось более 150 новых лиственных деревьев. На улице Профсоюзной посажено 371 дерево. В скверах и парках, городах города высажено более 4000 деревьев. Это не просто посадили и забыли. У каждого дерева есть система капельного полива и план ухода. Так, за 2025 год проложено 11 900 погонных метров системы капельного полива. Сегодня мы обновляем зеленый фонд, чтобы через 20-30 лет наши дети имели такой же зеленый Бишкек, каким когда-то наслаждались и мы. Отдельно хочу сказать про инженерные сети. Более 65% водопроводных и тепловых сетей в Бишкеке отслужили свой нормативный срок. Это значит риск аварий каждую зиму. Поэтому мы обновляем их параллельно с дорогами. Только на улицах Фрунзе и Курманжан-Датка заменены уже более 2,5 километров теплосетей. А в двухтрубном исчислении это более 5 километров. Если до 2025 года город производил замену порядка 600 метров канализационных сетей и 8 километров водопроводных сетей, в этом году мы увеличиваем эти показатели практически в 2-3 раза. Так, на сегодняшний день произведен капитальный ремонт 1,5 километров канализационных сетей, в том числе замена, вынос и строительство новых канализационных коллекторов, в том числе в населенном пункте Маевка. Большой объем работ выполняется на системах питьевого водоснабжения, от работы которых зависит функционирование всех сфер нашей жизни. На сегодняшний день проведена реконструкция и замена
наружных и аварийных водопроводных сетей общей протяженностью более 10 километров. В том числе полностью завершена работа по строительству напорной водопроводной сети от существующего водозабора ХБО по улице Хуйручук. На многих перекрестках реабилитируемых дорог обновлены трубы, в том числе по проспекту Жибек-Джолу, улице Ахумбаева, улице Матросова и другие. Кроме того, в 2025 году путем бурения новых скважин увеличена мощность водозабора Башкарасу, водозабора Северный, и введен в работу новый водозабор с зонной мощностью 9500 метров кубических в сутки. Это та работа, которую не видно на поверхности, но без нее город не может стабильно жить. Из 36 улиц, отремонтированных в 2024 году, выявлены дефекты только на 3 улицах. Это всего 1% из общего объема работ. Но это не означает, что мы будем снижать контроль и надзор за качеством дорог. Бишкек строился в расчете на 400 тысяч жителей. Сегодня здесь живет более 1 миллиона. Если мы не обновим инфраструктуру сейчас, через 5 лет в городе будет транспортный и коммунальный коллапс. Поэтому мы действуем системно, планируем новые парки. Уже заложены проекты в Первомайском и Ленинском районах. Строятся 3 сквера, расширяем дороги. До конца этого года введем в эксплуатацию 98 километров отремонтированных и построенных дорог. Обновляем инженерные сети. К зиме будет завершена замена 14,7 километров труб в ключевых районах. Мы думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Все, что мы делаем, это инвестиция в завтрашний Бишкек. Да, я понимаю, пробки будут, шум будет, пыль будет, но если мы сейчас не потерпим, через несколько лет город превратится в сплошную проблему. Я прошу вас отнестись с пониманием. Я гарантирую, каждый срубленный метр зелени будет заменен в разы большим количеством фасада. Каждая перекопанная улица вернется с новым покрытием и новыми коммуникациями. Мы это делаем для того, чтобы Бишкек был современным, зеленым, удобным и безопасным городом для вас и для наших детей. Спасибо за внимание.